Кофе по-сухумски давно стал одной из визитных карточек страны, частью нашей культуры, общения и гостеприимства. На площадке собрались 12 кофеен со всей республики, а также 16 фермерских хозяйств. Специально для события привезли по 50 килограммов зерна из Венесуэлы и Никарагуа, хотя многие участники использовали также классический бразильский кофе. Это в первую очередь, мне кажется, атмосфера, которую может дать наша набережная и чашка кофе у нашей прекрасной набережной. Я думаю, это в целом не просто про напиток, а про настроение, про атмосферу, которую может дать тебе этот напиток, и заведения, которые угощают этим напитком. Аромат свежесваренного кофе разносился по всей набережной под мелодии группы «Живая Венесуэла», исполнявшей традиционную музыку на флейте, куатро и гитаре. В дополнение к напиткам гости дегустировали локальную экопродукцию – мед, сыры, джиндюх, пастилу и многое другое. О секретах натурального меда рассказала семейная пара Сергей и Мария Вроровы, переехавшие в Абхазию 10 лет назад. И мы представляем линейку эко-меда. Эко-мед – это понятие подразумевает новую планку качества меда. Все мы знаем, что мед должен быть без сахара, но кроме этого мы обнаружили такое массовое явление, как перегрев меда. Это когда действительно уникальный, качественный мед без добавок просто перегревают во время фасовки в пластиковые бутылки. Наш мед полностью залит методом холодной фасовки. Это означает, что в нем сохранены все ферменты и вся биологическая целостность. И он является очень, скажем так, он является по-настоящему целебным. Фестиваль посетил глава республики Бадра Гунба, первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко вместе с послами с Венесуэлы и Никарагуа. Гости оценили разные способы обжарки и заваривания зерна. Посол Никарагуа подчеркнула, что для ее страны кофе – это ключевая часть национальной идентичности. Мы очень рады и приветствуем организацию такого мероприятия здесь, в Абхазии, в прекрасном городе Сухуми. Мы хотели бы поблагодарить администрацию президента Абхазии, а также российскую платформу «Страна возможностей» за предоставленную возможность организовать такой дружеский диалог, связанный с культурой кофе, и который поможет развивать и далее международное сотрудничество. Праздник запомнился и трогательным личным событием. В этот день свое 85-летие отметила Рима Султанян, воспитательница Сергея Кириенко в детском саду номер 3. Ее внучка Серафима Хиладзе вместе с командой подготовили к дате документальный фильм о детстве политика и людях Сухума того времени, который вручили прямо на фестивале. Я его очень любила, и до сих пор эта любовь у меня сохранилась. И человек он был хороший, он понимал хорошее. И так вот наш, любовь осталась. Первый фестиваль «Кофейная волна» объединил жителей республики и туристов. Организаторы пообещали, что праздник станет ежегодной теплой традицией, которая из раза в раз будет собирать друзей на берегу моря за чашечкой любимого напитка. Ирина Богателя, Раму Камки, Абхазское телевидение.